Друзья, сегодня у нас в студии человек, который с детства мечтал о спорте и готовил себя к победам, но жизнь повела его по другой дороге. Дороге военной службы. Наш герой – это Алим Габдуллин, десантник, спортсмен и бывший фельдшер скорой помощи. Сначала он прошел срочную службу в спецназе, а позже, приняв решение подписать контракт, отправился на специальную военную операцию. Выбрал службу в десантных войсках. Есть фраза, которая как нельзя лучше отражает его путь. В бою выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто быстрее принимает верное решение. И именно это качество, умение трезво оценивать ситуацию и действовать мгновенно, помогло Алиму сохранить жизнь не только себе, но и своим товарищам по оружию. И именно с этой историей мы запускаем наш первый и новый проект-подкаст «Голоса подвига. Молодежь в служении Родине». Меня зовут Ильяс Батыргариев. Здесь будут звучать честные истории героев нашего времени, чтобы каждый мог услышать живой голос мужества и верности Отечеству. Почему ты решил идти в армию? Да, вдохновляли фильмы, поступки военнослужащих. Сам получал письма? Да, каждую неделю. Гречка каждый день, я не знаю, это норм или стрём? Никогда не сдаваться, ни перед чем, ни перед кем. Надо доверять интуиции. Хороший бой, который не состоялся. Алим, приветствую тебя, очень рад видеть в нашей студии. Приветствую, взаимно. Взаимно. Алим, расскажи, пожалуйста, вот немного о себе, наверное, да, вот каким ты был в детстве, чем увлекался? Родился в городе Уфа, потом переехал в город Дюртюли. Начальные классы до 5-6, до 6 класса я обучался в Дюртюлях, потом перевелся в республиканскую школу-интернат спортивного профиля. Там занимался спортивными секциями, рукопашный бой. Рукопашка. Да. Армейская рукопашка, наверное, да? После окончания учебы поступил в Уфимский медицинский колледж, лечебное дело, фельдшер скорой медицинской помощи. После окончания учебы продолжил по профессии, работал на скорой помощи фельдшером Сипайловской подстанции. А сколько лет ты в скорой помощи работал? Общий стаж, получается, 7 лет. 7 лет. 7 лет отдал. На вызовы выезжал, получается, вот в карете скорой помощи? Да, фельдшером. Очень благородная профессия. Спасибо тебе за нее. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты мечтал стать спортсменом, да? Какие виды спорта, мы поняли, что рукопашка в первую очередь, да, заложили, наверное, в тебе основу, фундамент. Вот что рукопашка тебе дала? Что тебе она до сих пор, до сегодняшних дней помогает? Характер, сила воли, стремление, целеустремленность закаляет. Все это как служит фундаментом для дальнейших действий. А рукопашка вот пригождалась? Хороший бой, который не состоялся, но так пригождалась. Следующий вопрос, вот знаешь, срочная служба, да, я знаю, что ты служил. Вот я не служил, так получилось и по здоровью, и прочее, но при всем этом, когда вот Родина позвала, я решил, что могу быть военным корреспондентом, хоть я контракт не подписывал. Вот почему ты решил идти в армию на срочную службу? После окончания первого курса в Уфимском медицинском колледже пришла повестка, призвали, пошел. То есть не было, да, даже желания как-то это... откосить нет, вот это вот? Нет, не было. Угу. Попал во внутренние войска, спецназ. И как раз служба была с 2013 по 2014 год. Угу. И 2014 год выпал на зимние Олимпийские игры, где наши войска, наш гарнизон располагался... Непосредственно в Сочи? Непосредственно в Сочи. Какие задачи там были? Что? Охрана общественного порядка. Угу. Чем запомнилась вот служба в срочке, вот то, что ты был на Олимпиаде, это же большое международное событие. Что интересного там было? По охране общественного порядка боевая задача была охрана, то есть федеральной трассы. Угу. Мы находились на возвышенности по серпантину в горах. То есть пока все спортсмены, звезды спорта занимались, в общем-то, и забирали олимпийские медали, ты был в лесу. Да, там наблюдательные посты были, мы охраняли федеральную трассу. После срочной службы ты снова выбрал служить в стране, да, быть военным. Почему ты пошел в десант? Может быть, это была мечта детством? Да, вдохновляли фильмы,
поступки военнослужащих именно воздушно-десантных войск, операция «Гастомель», много каких боевых задач как-то внутри меня сформировалось, что именно вот воздушно-десантные войска. И по истечению такого-то времени я вышел на 98-ю воздушно-десантную дивизию, а именно город Иваново, 217-й парашютно-десантный полк. Мы договорились, я взял отношения, сюда отправили, подписал контракт и выдвинулся в Иваново. Вот так. Но это уже период специальной военной операции, правильно? Да, начало 2023 года. Угу. Слушай, ну вот, да, давай вот этот момент, наверное, подробнее. Вот когда решил подписать контракт, какое это было решение? То есть ты сразу решил, да, пойти? Это 23-й год, то есть это через год после начала специальной военной операции. Ну, сподвигло больше всего, наверное, решение друзей. Мы, двое близких друзей, подписали контракт. И уже в начале 2022 года на их примере я тоже решил. И плюс я медик по образованию, и уж точно мои знания там пригодились. Испытать себя в других и реально помочь ребятам. Скажи, пожалуйста, вот, наверное, вот это же очень волнительно. Одно дело, когда ты в новостях читаешь, там смотришь какие-то сюжеты, может быть. А вот когда ты первый день там оказался, что происходило? Что врезалось в память? Ну, то, что как встретили, очень дружелюбно, реально десантное братство. Все объяснили, рассказали. Всегда всего хватало. Ну, то есть современное обмундирование, оружие. Все на наивысшем уровне. Никаких нареканий там. Все только наилучшее. Алим, а можно сказать, что российская армия сейчас самая крутая? Безусловно, на первом месте. То есть вот, будучи ты на передке, да, все равно это... То есть это опыт боевых действий, цели, то есть передовые технологии на первом месте. Слушай, вот я знаю, что у тебя главная, наверное, фраза в жизни — это как-то вот успеть вовремя, да, какое-то принятое решение, там, я не знаю, вот как это вот звучит, вот это даже круто звучит. Скажи, пожалуйста, вот были ли такие ситуации, когда вот это вот правильное решение, может быть, спасло твою жизнь, жизнь товарищей? Ну, из того, что я помню, это была эвакуация раненого, где обозначили сначала одну точку, ну, то есть она уже прицеленная, то есть по ней всегда планово отрабатывали. То есть туда могла подъехать машина, и оттуда можно было возить, эвакуировать раненых. Но я посчитал, что лучше будет другая точка, и это реально спасло жизнь. То есть если бы не вот эта ситуация, как, конечно, сослагательное наклонение, если бы ДКБ не любит никто, но вот в тот момент, а что ты почувствовал? Это какая-то интуиция? Ну, скорее всего, опыт, потому что, то есть звук техники слышен, то есть по точке работают, даже планово, а там нет, а я думал, может, именно в этот момент, прям в этот миг туда прилетит, как бы решил лучше более то есть дальше, зато, наверное, остаться живыми. То есть интуиция, это очень, надо доверять интуиции. Да. Это очень здорово. Ты в составе десантников, это были штурма, наверное, да, тоже тяжелые? Да, сначала закрепление, а потом уже по истечении какого-то времени, да, штурмовая рота. Непосредственно и врага видел, наверное. Да, то есть, всегда находился с ротой, с командиром роты на позициях. У тебя такая благородная все равно опция дополнительная, да, то, что ты умеешь, правда, оказывать и первую помощь, и вообще, в принципе, медицинскую можешь помощь оказать. Были ли такие случаи, когда ты, вот, я не знаю, на себе нес товарища, вот до эвакуации не приехала? Или такого не бывает, что эвакуация не приехала? Эвакуация приезжает, но, например, бывают моменты, когда технике не подъехать, и приходится с товарищами нести раненого товарища. Нес на себе? Приходилось, да. А какое это расстояние, вот чтобы понимать? Километр-полтора. На себе здорового мужика в обмундировании? Четвером, да, несли. То есть контролировав состояние, товарищ вместе с товарищами нес. Алим, мы тебя знаем как спортсмена. Это рукопашный бой. Мы знаем как фельдшера, человека, который приходил на помощь по здоровью, всегда знает, да, как подсказать. Как десантника. Вот что в жизни, наверное, для тебя больше отпечаток оставил? Что сформировало тебя как человека? Выбирая из этих четырех. Скорее всего, основополагающий — это фельдшер. То есть то, что именно. А потом и все остальное.
Но одно без другого, Да, наверное, не одно может без быть. другого не может быть. Но именно в составе воздушно-десантного войск, благодаря рукопашному бою, физическим данным и фельдшером я оказался. Ну, то есть основополагающие все 4. Мгм. Алим, наши зрители этого не увидят здесь, но ты, служа, отдавая долг родине, да, потерял ногу. А вот скажи, пожалуйста, что было сложнее вот в этой ситуации? Это психологическое состояние, физическое? Как это было? Скорее всего, психологическое. Не был абсолютно готов. То есть шел, наступил и подорвался на мине. На мине. Да. Мгм. Ну, эмоционально справился. Это самое лучшее, что могло произойти. Самое лучшее почему? Ну, если думать по-философски, могло быть что-то быть и хуже. Да. Это, А вот это помогло как-то обратно восстановиться, как-то вот да, поднять, конечно. не падать духом? Нет, вообще все прекрасно. Современный протез, легкий, удобный. Всегда реабилитация хорошая. Реабилитологи хорошие, протезисты хорошие, все сделали вообще быстро. Сейчас И- жизни это не Нет, мешает? вообще никак не мешает. Какой самый главный, я не знаю, урок, может быть, ты вынес? Ну, никогда не сдаваться. Ну, ни перед чем, ни перед кем. Никогда не сдаваться. Очень круто. Алим, скажи, пожалуйста, вот как бы это пафосно ни звучало, да, но что такое вот для тебя лично отечество, родина? Какой смысл ты закладываешь? Родина — это страна, ее ценности, ее культура, народ и история. Это то, что связывает нас общим языком, судьбой и ценностями. Алим, а мог бы ты себя представить, ну, гражданином другой страны, я не знаю, жить в Италии или в Испании или в Китае? Нет, вообще в другой стране не представляю себе. Менталитет не вижу себя в другой стране. Лучше кушать аш, чем пиццу. Ой, это хорошее, на самом деле. Каким ты видишь свое будущее после? Вот сейчас оно, да, и в дальнейшем? Я служу сейчас на данный момент в военном комиссариате Республики Башкортостан. Все устраивает, работаю, все нравится. То есть ты дальше решил служить Да. армии? По сути, армии, да, Да. да, конечно. Прохожу дальнейшую службу. Жизнь после интересная? Интересно. Что-то новое всегда. Мы решили немножко разбавить наше интервью и добавить рубрику «Норм или стрём». А вот будут такие вопросы, на них не обязательно отвечать только «Норм или стрём», можно Да, добавить. хорошо. И вот первый вопрос, наверное, ну такой. Лениться и не хотеть учиться. Это норм или стрём? Норм. А ты сам троечником был или отличником? Троечник. Ой, наш человек. Скажи, пожалуйста, а вот жить без интернета неделю — это норм или стрём? Норм. Бывали ситуации, ну, Да. Не больше недели, больше 2 недель, 3. Вообще привыкаешь. но весточку домой все равно надо отправить, чтобы дома были спокойны, конечно. Ну, пусть будет, спать 3 часа в сутки норм или стрём? Норм. Продолжительность. Ну, то есть работоспособность на первом месте. Вообще норм, так что. Про кухню уже был разговор. Гречка каждый день, я не знаю, это норм или стрём? Стрём. Любишь покушать? Нравится разное, да. Отлично. Письмо от школьника — это норм или стрём? Норм. Норм, конечно, норм. Сам получал письма? Да, и каждую неделю получали письма и отводили специально один день, чтобы отвечать на письма. А из Башкортостана письма получал? Да, получал. А вот какой самый запомнился? Девочка писала из моей школы, из моего города, и вот мы с ней переписывались. То есть она рассказала про свои оценки, я про свои там... Успехи? Да, успехи. И вот. А селфи на память с офицерами, друзьями на передовой — это норм или стрём? Ну, прям на передовой, на ЛБС. Нет, а где-то уже на нуле, где-то далеко в тылу, с друзьями на память. Норм. А вот, наверное, такой вопрос. Плакать, когда смотришь военные фильмы, норм или стрём? Норм. А вообще плакал? Ну, в плане, мужчины должны плакать, нет? Все должны, наверное, плакать, но мужчина чуть меньше. Чуть меньше. В тайне где-нибудь. В тайне, да. Слушай, ну скажи, пожалуйста, а вот вернуться после специальной военной операции и, не знаю, стать примером для молодежи, стать другом, стать наставником? Норм. Норм. Спасибо большое, спасибо за твою искренность. Спасибо вам, что пригласили.
Сегодня мы услышали не просто военные истории, а путь человека, который сумел соединить в себе силу спорта, дисциплину спецназа и мужество десанта. Алим показал нам, что настоящая стойкость – это не только физическая подготовка, но и умение в трудную минуту принять решение, от которого зависит жизнь других. Подвиги рождаются там, где есть верность, честь и любовь к родине. И сегодня мы стали свидетелями такого примера. Этот выпуск открывает цикл подкастов «Голоса подвига. Молодежь о служении Родине». Дальше нас ждут новые истории, новые голоса и новые примеры мужества. До встречи.